Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе вторник, 25 марта 2025 года. В Башкортостане 10 часов утра. И самое время начать прямой эфир программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан», соответственно. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединяется буквально в эти минуты, и всех тех, подавляющее большинство наших зрителей, кто смотрит в записи на YouTube-канале или, может быть, даже в ТикТоке. Такие зрители тоже есть, каким бы странным это ни казалось. Вот. Также есть у нас зрители в Телеграм-канале. Вам отдельный низкий поклон за то, что стараетесь быть с нами, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться по воле нашего многострадального государства. Или даже не так. Государство, которое заставляет много страдать своих граждан. А многострадальная у нас все-таки страна, наверное, да? Мы же помним с вами, что эти понятия необходимо делить. И делить всякий раз, рассуждая о том, что нужно любить, а что или кого нужно критиковать. В общем, примерно этим мы здесь занимаемся. Стараемся говорить правду, говорим о событиях в республике, стране и в мире, читаем ваши комментарии и таким образом наполняем наши встречи смыслом. Доброго утра и хорошего дня всем, желает Клара Целкина. Всем, кроме СВОшников и зиганутых. Нельзя не присоединиться к этому пожеланию. 100 Бавовна также солнечного утра желает чату и мне. Спасибо, Азат. Здравствуйте, Рюрик, доброе утро. Давайте посмотрим новости в стране и в мире, которые наверняка уже на месте. Да, это так, поэтому самое время их послушать. Совместное заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде будет позитивным, передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По данным агентства, нынешний раунд переговоров посвящен прекращению огня в Черном море. Дональд Трамп объявил, что Москва и Вашингтон обсуждают также и другие темы. 6 человек, в том числе 3 сотрудника российских СМИ, погибли минувшим вечером при украинском ударе по Кременскому округу в аннексированной ДНР, утверждают назначенные Москвой местные власти. Среди убитых представители телеканала «Звезда» и газеты «Известия». Киев атаку не прокомментировал. Йеменские хуситы отчитались о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также атаках американской морской группировки во главе с авианосцем Харри Труман в Красном море. Подтверждения этих ударов со стороны военных Израиля и США нет. Тем временем глава Пентагона Пит Хексет отверг информацию об утечке секретных данных о подготовке американских ударов по Йемену. Масштабный сбой в работе интернета затронул всю территорию Сирии, передает Международная служба мониторинга интернета NetBlocks. Тем временем Израиль нанес удар по военным объектам на 2 сирийских базах, отчиталась пресс-служба Цахал. Связаны ли эти события, не сообщается. Комитет Госдумы одобрил предложенное правительством ужесточение наказаний за экстремизм. Инициатива, в частности, разрешает уже за первое нарушение по статье о возбуждении ненависти возбуждать не административное, а уголовное дело. Рассмотрение назначено на 1 апреля. 1 человек пострадал при взрыве в многоквартирном доме в Ростовской области. Повреждены входные двери 5 квартир. Местные власти утверждают, что причиной ЧП стала не утечка газа, а что-то иное. Ведется следствие. Фильм «Мастер и Маргарита» получил 7 наград на состоявшейся накануне в Москве церемонии вручения кинематографической премии «Ника», включая главный приз. Режиссер ленты Михаил Лакшин ранее покинул Россию и осудил вторжение России в Украину. Провластные активисты обвинили его в дискредитации армии. Это были новости в стране и мире к этому часу телеграм-канала «Эхо Новости». Некоторые из них, как вы видите, удивляют. В частности, последняя новость о «Мастере и Маргарите».
действительно Михаил Лакшин, давно уехавший из страны режиссер, и вообще, когда фильм выходил, он уже не жил, ну а в последние месяцы так вообще, в общем-то, довольно-таки понятную позицию занял вроде бы, может быть, не такую яркую, как хотелось бы, но понятную. И вот за ним стали бегать наши любимые в кавычках доносчики. При этом фильм получил свои награды, знаете ли, местами что-то напоминающее здравый смысл еще остается, что, наверное, в этом смысле можно назвать неким позитивом. Зайнулла, наш постоянный зритель в телеграм-канале, отдельное вам спасибо и поклон за то, что вы с нами не пропускаете. Вот. Ну, а теперь, наверное, можно переходить уже к содержательной части, к основной части, да, и делиться своими мыслями по поводу происходящего. Задаем вопрос. Ну что, увидели вчера в социальных сетях Аййола, новую песню «Хамай», новой группы Аййола? Если увидели, то напишите, где и при каких обстоятельствах вам в рекомендациях данная композиция попалась. Ее победное шествие продолжается, и вчера сообщалось, что вот эти вот рекорды прослушиваний продолжают устанавливаться, правда, все еще преимущественно в странах Центральной Азии. Помимо Казахстана присоединился к этому тренду Узбекистан. Вот. И если говорить про эти страны, то там, ну, прям-таки волна взрывная, можно сказать, в хорошем смысле этого слова, идет о популярности данной песни. В России, понятно, меньше. Вот. И тут вывод какой, что это тюркоязычные страны преимущественно, конечно же, на это внимание обратили. Вот. Разные, кстати, отзывы видел в том числе отзывы, связанные с не самым лучшим произношением солистки. Видно, что для нее башкирский может быть формально и родной язык, но носителем его полноценным она, судя по всему, не является. Ну, на мой взгляд, это то, что можно заметить, на что можно обратить внимание, но, наверное, осуждать за это не стоит, а похвалить даже, я бы сказал, можно, потому что если человек старается говорить на родном языке, даже если ему это дается с трудом, то это скорее похвально, и, наверное, другим стоит на это обратить внимание. Тем, кто, например, не говорит, поскольку стесняется своего произношения. Знаете, я в течение жизни таких очень много встречал и среди татароязычных, и среди башкироязычных своих там ровесников. Многие говорили, вот я все понимаю и даже говорить могу, но у меня плохо получается, поэтому я не буду. И в результате человек не является носителем языка де-факто. Так вот, если будет перед такими людьми пример того, что стесняться не стоит, то с точки зрения сохранения и проникновения в более широкие массы родных языков, наверное, все-таки это позитивный сигнал. Вот. А в запрещенном Инстаграме увидел пост известной татарской исполнительницы, которая живет за границей и, значит, собирается с концертом вот скоро в Берлин. Она пишет, что хочет перепеть песню на татарском языке. Спрашивает у своих подписчиков, стоит ли это сделать. Я пишу, что было бы очень любопытно. Вот. Хотя на самом-то деле, опять же, если смотреть правде в глаза, по большому счету языки являются, по сути, диалектом одного и того же языка татаро-башкирского населения Поволжья. Назовем это так. Итак, к другим новостям, как говорится, к основным, которые у нас заготовлены к этому часу. Вчера была оперативка у Радия Хабирова. Мы затрагиваем обычно какие-то темы оперативки, если они касаются важных событий последнего времени. Так вот, паводок и последствия паводка в Башкортостане, в частности в Архангельском районе, стали темой оперативки. Глава Министерства труда Ленара Иванова сообщила, что 91 житель села Азово подал заявление на компенсацию ущерба. Выплаты уже получили по состоянию на вчера 29 человек. Согласно постановлению правительства, размер компенсации 10 тысяч рублей на собственника. Но глава Республики Хабиров заявил, что для некоторых сельчан сумма должна быть выше. Давайте послушаем, что он сказал. Возмутительно на самом деле, по-другому не скажу. Значит, мы там с главами, когда я встречаюсь, я говорю, нужна коммунальная? Да, нужна. Значит, мы купили эту технику, и, Андрей Иванович, надо на следующий год, вот это, понятно, все-таки планировать какую-то технику, она им нужна.
И вот самое главное, не обидно. Значит, я прошу, полевомоечная машина должна, МКДшка, значит, чтобы смет убирали, значит, пыль убирали и так далее. Абсолютно новая, значит, стоит МКДшка, значит, полевомоечная машина и так далее. И здесь у меня возникает вот к этим руководителям этих 3 муниципалитетов. Значит, первое, либо у них все хорошо, и тогда эту технику они, как рачительные хозяева, берегут. Но я бы не сказал, что у них все хорошо. Мы там видим, как, значит, содержится территория. Тогда возникает вопрос, почему? Мы это совещание провели, объяснения меня не устроили. Кто-то не может найти, значит, механизатора на эту технику, кто-то, значит, из-за юридических вещей там на учет не поставили, тут не сделали. Я себе представить не могу, чтобы у меня, я сам был главой города, чтобы техника такая востребованная не работала. Это вот отношение к этой работе. Знаете ли, надо признать, в какой-то веке Ради Хабиров абсолютно прав в своем возмущении и призыве все-таки выплатить не по 10 тысяч рублей, поскольку это все-таки формальная какая-то сумма, на которую действительно компенсировать ущерб нельзя, а выплатить какие-то реальные деньги. Смогут ли чиновники найти способ, чтобы действительно выплаты эти произвести? Это большой вопрос, на самом деле, учитывая неповоротливость системы и необходимость всякого рода утверждений и подписей. Но, однако же, заранее загадывать не будем. Посмотрим, как говорится. В этом смысле хочется жителям посочувствовать и пожелать им так или иначе компенсировать полученный ущерб. А вообще ситуация была не очень приятной. У нас есть на канале видеоролик с рассказом жителей деревни Азово, и там жалуются на чиновников, которые, опять же, формально подходят к своим обязанностям, не обращают внимания на конкретные жалобы конкретных людей, ведут себя высокомерно и, в общем, не помогают людям. И ситуация, наверное, именно так и выглядела, хотя и нашлись потом то ли боты, то ли специально нанятые, я не знаю, сами чиновники. В комментариях в соцсетях писали, что это видео фейковое, что, дескать, там все на самом деле по-другому было, всех все устраивало и спасали всех вовремя. Ну, видимо, кого-то спасали, кого-то устраивало, но кого-то все-таки не устроило. И поэтому, опять же, характеризовать одним словом все произошедшее неправильно. Как мы знаем с вами уже, убедились неоднократно, практически в любой ситуации, какой бы она ни казалась однозначной на первый взгляд, всегда найдутся какие-то детали, нюансы, грани, скажем так, которые характеризуют ситуацию немножечко с другого угла зрения. И, скажем, что кажется поначалу абсолютно черным, оказывается таковым не является. И наоборот, если нам что-то кажется по определению позитивным, правильным, белым, то если копнуть глубже и посмотреть на некоторые грани, ситуация становится менее определенной. Так, тем временем поступают ваши реакции по поводу музыкальной темы последних 2 дней. Стобавовна пишет, что выросла на башкирской народной и классической музыке из громкоговорителя. Не очень-то испытываете восторга по поводу этого трека. Кеплер пишет, для меня в первую очередь музыка главнее, чем слова. Когда я слушаю иностранные треки, на слова вообще не обращаю внимания. Исполнительницу Хамай только ленивый башкир не осудил за произношение. Да, это есть. Ну, в общем, как и положено, мнения на этот счет могут разделяться. Вообще нет никакого обязательства, скажем так, быть всем дружными рядами поклонниками. Важно то, что есть определенный резонанс. И, опять же, я в этом смысле, исходя из этой позиции, скажу, что это плюс. Так или иначе, люди узнают о существовании. Как бы это ни казалось странным, люди зачастую даже не знают, в том числе даже среди представителей тюркоязычных народов, не все даже слышали. Вот представляете, ну опять же, давайте понимать уровень образованности людей во всем мире. К сожалению, он зачастую хромает. И люди не слышали, а так они узнают, что есть такие башкиры, живущие на Южном Урале, которые представляют из себя целый народ со своей историей, со своей культурой, очень важно, и который на самом деле имеет право
на существование, скажем так, и не только на существование. Да? Мы знаем с вами прекрасно, какие есть проблемы у жителей Башкортостана в целом и у башкир как этноса в частности. Кстати, сегодня у нас в программе «Аспекты мнений» планируется гость, который довольно-таки давно бывал у нас в гостях, но это было действительно давно. Родной брат одного из самых известных осужденных, или еще не осужденных, давайте так, одного из самых известных узников баймакского дела Ильяса Байгускарова, Ильгиз Байгускаров, будет у нас в гостях. Человек, который в начале всего этого баймакского процесса был одним из лидеров самоорганизации родственников задержанных, назовем это так. Под его началом начали функционировать телеграм-каналы, помощь репрессированным, было создано множество подгрупп, и каким-то образом, вот благодаря его активности, на первом этапе особенно смогли скооперироваться очень многие ранее совершенно незнакомые люди для того, чтобы помогать своим близким. Вот. У Ильгиза Байгускарова есть собственный взгляд на многие вещи. И вот в эфире программы он будет спустя год практически, да уже год точно есть, с того времени, когда он выходил в наши эфиры первый раз. Так вот, в 12:30 сегодня программа «Аспекты мнений». Не пропустите. Так, дальше. Давайте посмотрим, что у нас из новостей есть. А есть у нас еще одна, скажем, тема. Мы ее даже с вами уже услышали, получается, по поводу коммунальной техники. Да? Хабиров раскритиковал чиновников. И тут, опять-таки, то, что мы уже с вами слышали неоднократно, по большому счету, произошло перед нашими глазами вновь. Ну, как говорится, окей. Наверное, критика в данном случае совершенно уместна. Единственный вопрос, сможет ли данная критика привести к изменениям. Мы прекрасно понимаем, что ключевой проблемой на сегодня даже не отсутствие денег является, а отсутствие рабочих резервов, рук рабочих не хватает. И взяться им из ниоткуда в одночасье по мановению волшебной палочки невозможно. Поэтому коммунальщики, где, надо сказать, не самые высокие зарплаты, в условиях конкуренции за трудовые резервы, не выглядят, скажем так, наиболее предпочтительным местом для работы желающим эту самую работу найти или поменять. Дальше. Уфимские проблемы множатся на глазах. На месте, где 2 недели назад ушел под землю трактор, появилась новая яма и трещина на асфальте. Журналисты издания «Уфа-1» буквально чуть ли не каждый день, по-моему, каждый день даже сообщают все о новых и новых провалах. Речь идет о месте на пересечении улиц Файзи Гаскарова и Габдуллы Амантая. Сообщили об этом изначально очевидцы в социальных сетях. В том же месте, абсолютно в том же месте, в ночь с 9 на 10 марта уже появлялся провал, в который угодил трактор. Спецмашину тогда вызволяли из ямы около 3 часов. Впоследствии все-таки яму засыпали. Корреспонденту Уфа-1 в пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что участок, где появилась яма, огородили, а работы по засыпке запланировали на день, на вчерашний, соответственно. По словам корреспондента Уфа-1, сотрудники предприятия уже работали на месте и засыпали яму щебнем. Это, скажем так, вчера днем происходило. В городских пабликах тем временем появились фотографии крупной трещины, идущей по асфальту рядом с местом провала. Корреспондент издания обратился в мэрию с просьбой дать комментарий по этому поводу. Там сказали, что вопросом также планируют заняться специалисты Уфа-водоканала. Им предстояло на тот момент установить причину произошедшего. И дальше выводы. С начала весны в Уфе уже немало случаев обвала грунта. 10 марта это случилось на улице Интернациональной. 12 марта яма появилась возле управления коммунального хозяйства Уфы.
14 марта во дворе и возле торгового центра в том же районе 19 марта старая яма на Интернациональной снова стала двигаться. В тот же день обвалился грунт в Кузнецовском затоне, а 21 марта на улице Интернациональной появилась еще одна яма рядом с предыдущей. Это вот только те данные, которые корреспонденты смогли собрать буквально сходу для того, чтобы подытожить образование ям в течение неполного первого месяца весны. Альберт нашел причину произошедшего. Тяжелые грехи, волей-неволей соглашаешься. Я вот готов согласиться с данным объяснением и интерпретацией. Ну что ж, как говорится, дальше. Сегодня в Кировском райсуде намечено продолжение судебного процесса в отношении уфимской активистки, замечательной Ольги Комлевой. И накануне этого события стало известно, что в СИЗО города Уфы, где она находится, прекратились домогательства к ней со стороны надзирательниц, на которые ранее жаловалась она через своего супруга Вячеслава. На сей раз Вячеслав Комлев сообщил журналистам, что домогательства прекратились, по его словам, после жалобы в Генпрокуратуру и после огласки в СМИ все досмотры начали проводить с включенным видеорегистратором, чего ранее не было. Дело в том, что ранее Ольга Комлева заявляла, что сотрудница изолятора при личных досмотрах трогала ее за грудь и ягодицы. Муж журналистки связывал это с административным иском, который его жена Ольга подала против администрации СИЗО за нарушение неких установленных правил и предписаний. В общем, понятно, что эти небольшие, скажем так, события тут принципиального важного значения не имеют, важнее сам суд. Вот. Но опять же, надо же правде в глаза смотреть, и мы понимаем, что рассчитывать на беспристрастность и объективность этого суда не приходится. Здесь вся надежда на то, что этот приговор в конце концов будет вынесен как можно быстрее, и можно будет задумываться о вариантах освобождения по другим основаниям. Вот. Но никак этим основанием, судя по всему, не может быть оправдания. У нас есть, правда, кое-какие отдельные, знаете ли, ситуации в стране в целом, когда людям с похожими обвинениями в итоге выносили не самые суровые приговоры. Ну, например, штраф. Недавно приговорили журналистку Надежду Киворкову, наверное, вы слышали об этом. Но опять-таки у нее не было в послужном списке участия в экстремистской организации, каковой государство считает движение покойного политика Алексея Навального. Киворкова критиковала совершенно другие вещи. Точнее, может быть, она критиковала похожие вещи, но не состояла в рядах этой организации. А членство в рядах сторонников Навального, как мы знаем, наиболее большой серьезный раздражитель, самая красная тряпка из всех красных тряпок, какие только могут быть для представителей нынешнего российского государства, для того, чтобы преследовать своих оппонентов. Поэтому, в том числе поэтому, лично у меня, к сожалению, оптимизма вокруг дела Ольги Комлевой немного. Но, опять-таки, наше дело следить, наше дело морально поддерживать. И спасибо тем уфимцам, которые приходят на заседания и встречают буквально на секунды Ольгу в коридоре для того, чтобы выкрикнуть ей слова поддержки. Двигаемся дальше вокруг уфимских публичных лиц. МВД по Башкортостану проверяет высказывания блогера Андрея Потылицына. Материал с таким заголовком вышел в «Коммерсанте». Как стало известно изданию, экспертно-криминалистический центр МВД по Башкортостану проводит лингвистическую экспертизу высказываний уфимского блогера Андрея Потылицына. Ранее второй отдел по расследованию особо важных дел Управления СКР по Башкирии начал в отношении него доследственную проверку.
по признакам нарушения нескольких статей Уголовного кодекса России, среди которых публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее при этом тяжкие последствия, а также публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации, то есть так называемые фейки об армии. Какие при этом тяжелые последствия и где наступили, дополнительных сведений нет. Дело в чем? В ноябре 2024 года известный и очень скандальный депутат Госдумы Виталий Милонов от «Единой России» обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку и дать оценку действиям и высказываниям Потылицына в социальных сетях. Потылицын на тот момент, скажем так, как-то публично на это реагировать не стал, по крайней мере, развернуто. И сейчас в коротком ответе на вопрос аспектом он сообщил, что об этом, о проводящейся лингвистической экспертизе, в первый раз слышит и ничего делать в связи с этим не планирует. Передал все то, что знаю, и, надо сказать, некоторые обстоятельства происходящего удивляют. Надеюсь, Андрей Сергеевич хорошо понимает, что он делает, и знает, что ему действительно в этой ситуации можно ничего не делать и оставаться при этом в безопасности. Хочется в это верить. Если есть какие-то сведения от каких-то, знаете ли, посвященных, скажем так, людей о том, что бояться нечего, то окей, почему бы и нет? Зачем суетиться лишний раз и подыгрывать оппонентам? Наверное, есть в этом логика, и тут, мягко говоря, не могу я это дело критиковать и как-то вмешиваться. В общем, что есть, то есть. Но мы должны констатировать, опять-таки, что на сегодняшний день, как ни старайся обходить острые углы, как ни старайся соответствовать действующим цензурным ограничениям, в любом случае, если ты по определению настроен критически к власти, осуждаешь ее действия, в частности, связанные с войной, то скрыть это с помощью эзопового языка не получится. И у оппонентов, если будет на то желание и воля, всегда найдется причина или повод пожаловаться и запустить какую-то процедуру, например, лингвистическую экспертизу. А что такое экспертиза? Это как раз-таки способ притянуть, как говорится, за уши проблему оттуда, где ее не было. Лингвистическая экспертиза может назвать черным белое, если опять-таки есть соответствующий заказ у той или иной структуры, которая эту экспертизу инициирует. Мы об этом прекрасно знаем по многим делам. Лично я хорошо, скажем так, в этом убедился еще на примере уголовных дел Айрата Дильмухаметова, в которые был погружен, ходил в суд в качестве свидетеля. И, в общем-то, прекрасно понимаю, что такое вот эта пресловутая лингвистическая экспертиза. По-хорошему, если мы говорим про нормальный, беспристрастный суд, то суду никакая экспертиза не нужна. Участники процесса, прокуроры, адвокаты, судьи сами по себе должны быть и, по сути, являются людьми образованными, которые понимают, государственный язык, в данном случае мы говорим о русском языке, и им, по идее, не нужно пользоваться услугами никаких лингвистов, чтобы понять, какой смысл и какой посыл несут те или иные слова, сказанные кем бы то ни было в виде текста, либо произнесенные в видеоблогах. Если есть критика в отношении кого бы то ни было или чего бы то ни было, значит, она есть и ее слышно. Если ее нет, то никакая экспертиза не нужна, чтобы ее там находить. Вот что я считаю по этому вопросу. Но у нас этот механизм экспертизы не просто придумали, его внедрили, и он широко теперь распространен. Какие-то безликие
Эксперты делают свои выводы, а судьи, ссылаясь на эти экспертизы, штампуют решения и таким образом, по сути, перекладывают ответственность с себя, судебной системы, на вот этих вот людей, безвольных кандидатов каких-нибудь там наук, не всегда филологических, кстати, которые работают в университетах. И, в общем, то ли не понимают, что они творят, то ли понимают, но у них выбора нет. Это уже отдельная история. Про лингвистов можно сколько угодно отдельно рассуждать. В общем, вот, что я на эту тему хотел сказать. А отвечая на вопрос Азата, видели ли мы дебаты Максима Каца против Ивана Жданова? Все это у нас, конечно же, иностранные агенты и всякого рода враги и предатели, по мнению официальных властей. Надо сказать, я не смотрел, на это времени совершенно не было, но я читал короткие выдержки, и в этих выдержках увидел примерно то, чего ждал. Я как-то вскользь высказывался на тему всякого рода противостояний, которые идут в, казалось бы, одном лагере, и сказал очень простую вещь, что меня это все удручает, демотивирует. Глядя на все это, опускаются руки, и, в общем-то, хочется все бросить и ничего не делать. Даже если какие-то проблемы есть у кого-то из них, а они есть, судя по всему, со всех сторон, то, в общем, фиксировать, наверное, можно. Но зачем переключать, скажем так, внимание аудитории вот на эти нелицеприятные моменты? Есть гораздо более серьезная проблема. Враг в другом месте, в конце концов. Вот. Потом, когда откроется возможность, окно возможности, ну давайте разбираться, кто где был нечист на руку. Хотя, опять-таки, важнее то, что люди делают сейчас для формирования общественного мнения. Важнее, что они говорят, какую информацию доносят. При этом, откуда контракты на рекламу у жены и откуда они взялись там 7-10 лет назад, наверное, вам интересно, вам, имея в виду вот этим вот желающим устраивать разборки, но аудитории, по большому счету, это не столь важно. Поэтому, еще раз, на мой взгляд, молодцы любые деятели, кто сейчас ведет просветительскую работу в правильном ключе. Все остальные их недоработки – это то, на что можно и нужно, по крайней мере, на какое-то время закрыть глаза. Поэтому все эти дебаты – это плохо. Хотя дебаты сами по себе – это хорошо, вы прекрасно знаете мое к этому отношение. Но то, что они в итоге происходят, и к этому все долго шло, и сколько сотрясено воздуха, сколько перелито из пустого в порожнее, вместо того, чтобы заняться важным делом, вот это все я оцениваю негативно. Так. Так, про Потылицына закончили. Дальше. Еще один момент из криминальной хроники. Пока мы с вами про политику, про общественные какие-то вопросы, у нас люди занимаются привычной преступностью. Хотя иногда посмотришь и кажется, что некоторые прям из ряда вон выходят. В Уфе в проституцию вовлекали несовершеннолетних, и суд вынес уже приговор. 21 участник преступного сообщества признан виновным в организации притонов, вовлечении в проституцию, в том числе несовершеннолетних, а также в применении насилия. Представляете, какая группа относительно молодых людей занимались вот этим вот, судя по всему, прибыльным бизнесом. Главарь организации, как его называют журналисты, получил 16 лет колонии строгого режима. Другие фигуранты – разные сроки от 2,5 до 9,5 лет. Фигуранты дела – это мужчины и женщины в возрасте от 19 до 42 лет. То есть в среднем они довольно молодые люди. Признали их виновными в организации и участии в преступной группировке. Следствием установлено, что с февраля 2021 года по апрель 2022 года один из осужденных создал в Уфе организованную сеть притонов, которые располагались на улицах Комсомольской, Зорге, Гагарина и на проспекте Октября.
преступную деятельность были втянуты 18 человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних. Одну из девушек насильно принуждали продолжать оказывать интимные услуги, применяя физическое насилие. В общем, вот такие вот вещи буквально под боком, да, происходят. Пока, если взять календарь и посмотреть на то, когда это все происходило, мы можем сделать простой вывод. В то время, когда неравнодушные уфимцы вечерами начали выходить с антивоенными призывами, и их за это стали арестовывать, выписывать штрафы, кто-то продолжал заниматься привычным бизнесом. И, судя по всему, опять же, мы не можем исключить того момента, что у такого рода бизнеса были определенные покровители. Как показывает опыт, как показывает, я не знаю, мировая практика, если хотите, в такого рода случаях часто бывает, что какие-то представители власти так или иначе либо закрывают просто глаза на подобного рода проявления, либо даже как-то сами пользуются услугами и прикрывают вот эту деятельность. И это все происходит до того момента, пока что-то не пойдет не так. И только тогда уже запускается некий процесс преследования. В общем, о том, как жизнь многогранна и как буквально в один и тот же момент могут происходить вещи, которые, казалось бы, вообще из параллельных вселенных. Вот об этом эта история, и поэтому, наверное, стоило вот о ней немножечко поговорить и обратить на нее внимание. Еще одна новость из «Коммерсанта». Она касается денег, и не абы каких денег, а денег башкирской содовой компании. Я думаю, вам прекрасно ясно, почему нам БСК и ее деньги интересны. Конечно же, это связано с судьбой башкирских шиханов. Так вот, за 2024 год, за минувший год, БСК получила выручки более 61 миллиардов рублей. Это выручка. И это на 2,7 миллиарда больше, чем годом ранее. То есть выручка выросла. Эти данные следуют из годовой бухгалтерской отчетности. При этом чистая прибыль компании уменьшилась с 10 миллиардов 550 миллионов до 4 миллиардов 600 миллионов рублей. То есть чистая прибыль упала более чем в 2 раза. Возникает, конечно же, вопрос, а почему так случилось? То есть формально наличных заработали, или денег заработали больше, а прибыль стала меньше в 2 раза. Были ли эти деньги вложены в модернизацию производства, обновление оборудования, какие-то экологические программы, которые еще в 2020 году обещали, санация вот этих вот белых морей под Стерлитамаком была обещана. Что-то там происходит? По-моему, нет. Если бы там что-то в этом направлении происходило, скорее всего, они бы трубили об этом громче всех. Вспоминаем анализ уважаемого Марса Гилязовича Сафарова, который неоднократно у нас в эфирах рассказывал о том, каким образом стоки БСК вредят экологии не только Стерлитамака, но и всему Башкортостану ниже по течению реки Белой. Как вода в Белой в результате растворения стоков становится более соленой. Это как минимум более соленой. В общем, непонятно. Журналисты вот молодцы, нашли цифры, а при этом куда деньги отправились, неясно. При этом кое-какие детали все-таки озвучить стоит. Из документа, который опубликовала компания, следует, что основным источником сырья для производства соды остается известняк, добытый на месторождении Шахтау, запасы которого дорабатываются. В 2025 текущем году БСК планирует работы по увеличению глубины отработки месторождения и по уточнению оставшихся запасов известняка. Таким образом, продолжают рыть вглубь, в общем-то, продолжают делать то, что им предлагали изначально делать экозащитники и вообще все неравнодушные жители республики, когда они защищали шиханы. Я вспоминаю пресс-конференции 19-го, начала 20-го года, когда журналистов собирали и говорили:
24 год край. У нас все, предел, сырье исчерпывается. Мы будем вынуждены через пару лет закрыться, разогнать 8 тысяч сотрудников. И Стерлитамак окажется перед экономическим коллапсом. И, в общем-то, эти социальные проблемы придется кому-то решать. Грозились они. Как мы видим, ничего подобного. 5-й год идет, и прекрасно роют дальше, и работают, и при этом выручка у них даже растет. Да, чистая прибыль падает по неизвестным причинам, но выручка-то растет. Вот. Альберт спрашивает, нужно ли, по моему мнению, легализовать проституцию. Вот хороший вопрос. По-моему, те вещи, которые существуют тысячами лет и существуют, невзирая ни на какие правила, которые, по сути, у нас являются источником коррупционного дохода, конечно, лучше легализовать. Для того, чтобы доход из коррупционных схем, скажем так, перетекал в легальные схемы и пополнял бюджет для того, чтобы решать вопросы граждан, а не оседал в карманах дельцов для того, чтобы решать их личные вопросы. А как мы понимаем, в данном случае деньги оседают не только в карманах тех, кто это все организует, но и в карманах тех, кто все это прикрывает до поры до времени. Риски, связанные с тем, что кого-то где-то могут в конце концов задержать, осудить, всем им известно. И этот риск закладывается, безусловно, при формировании бизнес-плана, ну, если его можно так назвать. И определенная часть денег, скажем, в формировании ценовой политики так или иначе закладывается под возможность этих рисков. И в результате, в общем, удивляться никто, наверное, в этом смысле не должен. Тем временем власти отчитываются, что из Уфы вылетел первый самолет на китайский остров Хайнань. Почему это любопытно? Рейсы из регионального аэропорта выполняет крупнейший национальный перевозчик авиакомпания «Аэрофлот» на широкофюзеляжных самолетах, что интересно. Если раньше «Аэрофлот» вылетал исключительно из московского аэропорта Шереметьево и в разные города, и между городами, скажем, другими его рейсов не было, то сейчас они появляются. И вот туристы, которые из Башкортостана или соседних регионов хотят посетить Китай, могут теперь это сделать более или менее доступно, во-первых. Во-вторых, относительно безопасно, поскольку авиационный парк того же Аэрофлота пока еще остается относительно свежим. Это хорошая новость не только для тех, кто любит путешествовать. Прямые рейсы открывают возможности для нашей экономики, для нашего бизнеса. Об этом сказал глава республики Ради Хабиров. И он также добавил, что из аэропорта Уфы вообще самолеты вылетают по 16 международным направлениям. И их количество, по его словам, будет только расти. Так, с 24 апреля возобновляются рейсы в грузинский город Батуми. С 1 июня состоится запуск дополнительного рейса в Стамбул. Кроме того, прорабатывается вопрос прямого сообщения с Казахстаном и открытия второго рейса в Минск. Надо сказать, что я был уверен, что с Казахстаном прямые рейсы были. Раньше точно были, и даже не в один город, и в Алматы, и в Астану можно было улететь. Правда, не непрерывно, скажем так, но периодически эти рейсы были. В общем, вот о чем это говорит. О том, что не сбылись, во-первых, самые негативные пророчества, прогнозы, связанные с состоянием авиационной отрасли. Опять же, да, не без сложностей, не без трудностей, не без каких-то шероховатостей, но отрасль живет. И надо сказать, опять же, если посмотреть статистику, то Уфимский аэропорт за последние 2 года он только прибавлял в пассажиропотоке. Это кажется невозможным, невообразимым. Как же так? С учетом того, что самолетов в стране больше не становится. Но пассажиропоток при этом удивительным образом, пусть не быстро, но продолжает увеличиваться. Хотя
Он и так давно уже довольно-таки высокий. Помню время, когда аэропорт хвастался тем, что у него 2 миллиона пассажиров в год. Теперь уже больше 3, если я правильно знаю. И этот показатель продолжает увеличиваться. Вот. Опять же, нельзя этот момент не признать, как минимум, да? Что еще у нас остается? Глава администрации Кармаскалов признался в бессилии перед дорогами, пишут пруфы. Ну, наверное, он, автор публикации, имеет в виду, что глава администрации признался в бессилии не перед дорогами, а перед состоянием дорог, если быть более точным. Значит, о чем вообще речь? У новых пригородных поселков, которые массово отстроились в период действия сельской ипотеки, появилась проблема. Это отсутствие дорог, пишет автор. Особенно это становится заметно по весне. Решать проблему с дорогами должна местная администрация, а у нее на это нет денег. Особенно остро вопрос встал в Кармаскалинском районе, где так сильна нехватка бюджета. Туда же глава района Альфир Сабиров вынужден ежедневно ездить на работу вот по такой главной дороге в селе. Ну и тут фотография приводится разбитого асфальта по центральной улице. Что уж говорить об отдаленных от центра поселков. О Кабаково, Прибельском, Сахаево, Сихонкино, Старых Кешках и так далее. Последние находятся ближе к Уфе, поэтому здесь люди селятся особенно массово, и им еще больше нужна дорога. В общем, большой материал, весь его читать не будем, но тут как раз приводятся слова чиновника, который смог все-таки, видимо, набраться смелости и прокомментировать ситуацию. Проблемы есть, но быстро мы их решить не сможем. Если тут что-то удивительное есть, то давайте обсудим, как говорится. Но, по-моему, все очень предсказуемо и все понятно. Поэтому какие тут еще могут быть комментарии? Вот тут мысль, кстати, Марата. Коттеджные поселки из собственных средств жителей. Еще и содержание дорог. Угу. Я не совсем понимаю, что вы имели в виду. А выше Азат писал о том, что это вам не Европа, где за 10 евро можно на рейс Барселона-Рим полететь. Ну, за 10 не встречал, но за 20, за 29 даже, по-моему, бывают. Правда, как правило, в один конец. А обратно уже намного дороже. Дальше двигаемся. И, по сути, двигаемся к завершению. Да, у нас и время поджимает, и новости заканчиваются. Весна – это время того, когда крупные спортивные турниры внутри страны близятся к завершению. Хоккей, например, плавно перетекает из регулярного чемпионата в плей-офф, и болельщики Салавата Юлаева начинают следить за играми на вылет, где Салават Юлаев встречается с Сибирью, насколько я помню. Вот. А футбольный клуб Уфа продолжает выглядеть не очень хорошо в первой лиге, куда он спустился уже несколько лет назад. Даже во второй побывал, я напомню, но из второй все-таки смог подняться в первую. На последнем матче с Калининградской Балтикой Уфа проиграла со счетом 0-6, по-моему. И тем самым вызвала бурю критики со стороны своих поклонников. Надо сказать, что на этот матч в качестве разогрева пришли те самые ребята, о которых мы второй день говорим, из группы Айола со своей композицией «Хамай». Вот. Но их поддержка, их выступление не сыграло своей роли. В общем, плохо дела с большим спортом в Башкортостане вот уже довольно-таки продолжительное время. И как нечто фантастическое вспоминается участие Уфы в Лиге Европы. Вспомним 2018 год, когда в Уфу приехала команда, клуб «Рейнджерс» из шотландского города Глазго во главе с легендарным Стивом Джеррардом. И Яблоку негде было упасть на стадионе, и игра выглядела относительно достойно. То есть не было игры в одни ворота, не было такого счета, как вот с Балтикой какой-то. Да, по-моему, 2-1 проиграли.
может быть, чуть больше, сейчас не вспомню, но проиграли достойно. И это было реальностью. То есть, во-первых, открытые международные игры, во-вторых, клуб действительно играл достойно и мог себе это позволить. Казалось бы, что пошло не так? Наверное, вопрос в данном случае, как бы это ни казалось банально, к республиканским властям. Ведь у нас власть отвечает за, в том числе и спорт, хотя этого быть не должно. Спорт, по сути, должен быть самоокупаемым, прибыльным бизнесом, который живет за счет собственных доходов, генерирует прибыли, формирует интерес к спорту, формирует интерес к спорту массовому в том числе. У нас же это часть политики, поэтому какая политика в регионе, таково и качество спорта высоких достижений, где, как мы видим, в итоге высоких достижений практически не осталось. Салават Юлаев ни шатка, ни валка как-то держит свои позиции, по крайней мере, в плей-офф выходит, а с точки зрения футбола ситуация гораздо хуже, хотя футбол в этом смысле не менее, а может быть, все-таки более даже зрелищная игра, более массовая в мире, и благодаря наличию футбольной команды, которая имеет определенные успехи, те или иные города становятся известными далеко за пределами своей страны. В Уфой так было в те месяцы, будем так говорить, когда Уфа достигала больших высот. И я надеюсь, еще так будет. Но пока вот так, как есть. Ну что ж, будем закругляться, дорогие друзья. Еще раз напомню, что совсем скоро, через чуть более чем 1,5 часа у нас программа «Аспекты мнений» с Ильгизом Байгускаровым. Не пропустите. Ну а «Аспекты республики» на этом я заканчиваю. Всех благодарю. Жду ваших лайков и комментариев. Жду ваших донатов. Есть возможность их делать в том числе прямо в YouTube-канале, особенно если вы живете за границей и у вас есть карта любого иностранного банка. К иностранным банкам относятся банки стран СНГ в том числе. Вот. Увидимся в таком формате завтра. В общем-то, следите за анонсами. Будьте здоровы и всем пока.